Среди разнообразных видов народного прикладного творчества казахов валяние войлока занимает ведущее место. Истоки этого вида искусства восходят к концу эпохи бронзы. Культура казахов является прямой наследницей кочевых традиций, развивавшихся в степи на протяжении почти 3000 лет. Искусство кошмоваляния казахов относится и к домашним промыслам, и одновременно к художественным ремеслам, поскольку войлочные полотна поставлялись на международные рынки. Кошмовойлочное дело – вид непрядиного текстиля из натуральной шерсти и изготовление из него высококлассных произведений искусства. Войлочное производство занимает первостепенное место в творческой деятельности казахского этноса, что в первую очередь обусловлено преобладанием овец, основы кочевого образа жизни и, исходя из этого, изобилием овечьей шерсти. Войлок служил основным наружным покрытием каркаса юрты. Юрта состоятельных людей обычно покрывалась войлоком белого цвета. Войлочные изделия по количественному объему занимали в традиционном быту казахов ведущее место. Обычно при изготовлении войлока существовала взаимопомощь между родственницами, соседками и подругами. Это было и общение, и совместное творчество, сопровождаемое шуточными, обрядовыми песнями, частушками, ритуальными действиями, застольем и играми. Перед тем, как приступить к работе, предварительно резали барана и просили у Всевышнего, а также у богини плодородия и родоначальницы женских ремесел Фатимы благословения. Почти весь трудовой процесс изготовления войлока сопровождался магической обрядностью. Изготовление войлока начиналось с заготовки шерсти. Обычно брали овечью шерсть осенней стрижки, куземжун. Шерсть подвергали обработке несколькими приемами. Вначале из нее выбивали грязь и ссор, а затем тщательно промывали в теплой щелочной воде. Этот процесс повторялся несколько раз в зависимости от степени загрязненности шерсти. Отмытое сырье полоскали в чистой, желательно теплой воде и отжимали ее, не перекручивая. Затем чистую шерсть размещали для сушки под солнцем на циновке. Высохшую шерсть раскладывали на шкуру и взбивали прутьями из стальника. Это делалось для придания ей большей чистоты и пышности. Мастерицы использовали шерсть как натурального цвета, так и цветную. При этом мастерицы достигали художественного эффекта как за счет использования контрастных цветов, так и родственных. В качестве красителей казахи в старину применяли корни, листья, кору различных растений. Красили обычно во дворе.
Чтобы закрепить устойчивость цветового тона, в краситель добавляли соль. После окраски шерсть полоскали в воде, не перекручивая, отжимали и сушили. Существовал интересный обычай, связанный с распушиванием окрашенной шерсти, суть которого заключалась в том, что хозяйка заведомо в шерсть прятала кусок ткани, завязанный в узел. При взбивании шерсти этот узел ткани цеплялся за пруд какой-либо женщины, которой, как считалось, выпала благодать. В ответ за эту удачу она должна была организовать застолье со своим угощением. Имел место и другой интересный обычай. Хозяйка во время взбивания шерсти и приготовления текемета могла подарить клочок крашеной шерсти неожиданной визитерше с пожеланием сделать аналогичный текемет для своих детей. В благодарность гостья должна была пригласить всех мастериц на обед или принести мясное угощение, поскольку она получила добрые пожелания от хозяйки, которые осмысливались как магические. На следующий день женщины раскладывали на циновку ровным слоем шерсть в качестве предполагаемого фона. Затем опытные мастерицы, чувствующие масштаб и пропорцию, наносили цветной узор из шерсти либо вырезки из полускатанного войлока. Существовал и второй способ, когда узор клался на полускатанную основу, называемую талдерма. После этих процедур поверхность всей заготовки обрызгивали горячей мыльной водой, сворачивали в рулон и перевязывали его по центру и краям веревки. Далее один или два человека тянули этот рулон за центральную веревку, а другие осуществляли двухчасовой процесс стебу, заключавшийся в прессовке, прибивании крутящегося валика ногами. При этом через каждые 10 минут рулон обильно поливали горячей водой для поддержания высокой температуры. На следующем этапе войлок вынимали из циновки и, перегибая 3 раза, опять сворачивали в рулон. Вновь полив войлок горячей водой, его тепло укутывали и выставляли на солнце для пропарки, что было необходимо для того, чтобы шерсть хорошо схватилась. Спустя некоторое время, разместив войлочный рулон на циновку, женщины приступали к процессу беликпен-басу. Они уминали валик руками и локтями. Лишь после этого продолжалась следующая техническая процедура карпу, которая заключалась в подбрасывании войлока и уплотнении его руками. Затем мастерицы в течение 10-15 минут вращали руками рулон по горизонтали для того, чтобы произошло одинаковое и равномерное давление на войлок со всех сторон. И, наконец, полотно начинали вытягивать по длине и ширине, закатывая его в рулон со всех сторон. По завершении этой процедуры ковер разворачивали и сушили, после чего для большей плотности полотно вновь обливали кипятком и утрамбовывали ручным способом. Качество войлока определялось степенью его плотности, равномерностью толщины, ровностью фактуры и краев. Текемет, посвященный дочери на выданье, до конца не валяли. Считалось, что лучше его доделать в доме мужа, что магически будет способствовать дружбе двух семей. После завершения работы хозяйка вновь угощала женщин. Во избежание изделия от сглаза, рядом с ним клали ветку обыкновенной гармалы или лоскут красной ткани.
Обычно готовый ковер посыпали пшеницей и высказывали пожелания изобилия, здоровья и долголетия детям. Хозяйка же, в свою очередь, согласно обычаю кол-уздык, в качестве вознаграждения одаривала помощниц шерстью и иголкой с ниткой. Эти вещи расценивались как магические. Войлочные ковры фигурируют в качестве смысловых акцентов во многих обычаях и обрядах. Особенно это касается ковров белого цвета. Ковры расстилали под колыбелью при первом укладывании туда новорожденного, что должно было охранять здоровье и стимулировать достаток и благополучие в жизни ребенка в будущем. Белый цвет у казахов считался сакральным. Большую символическую роль играли молочные продукты, которые казахи называли одним словом «ак», то есть «белый». Белый цвет олицетворял собой первозданную чистоту, непорочность, справедливость, благо, а также указывал на высокий социальный статус. Так, например, в прошлом поднятие избранного хана на белой кошме являлось своего рода инаугурацией. Укладывание младенца в люльку бесик у казахов считался большим праздником. Этот обряд обычно доверяли всеми уважаемой пожилой женщине с многочисленным потомством. Перед тем, как уложить ребенка в колыбель, проводился обряд, суть которого заключалась в закидывании через отверстие в днище, предназначенное для гигиенических целей, различные сладости и угощения. При этом женщина спрашивала у присутствующих: «Ты штыма? Покакал ли?» Сладости перехватывались присутствующими, и на вопрос все отвечали: «Ты шты? Покакал». Угощения раздавались среди гостей с намерением, чтобы подобный праздник состоялся и в их доме. Под подушку мальчика клали нож, а девочкам – зеркало. Считалось, что таким образом ребенку передается смелость и красота. У изголовья колыбели складывалось холодное оружие, что должно было не только отпугнуть злых духов, но и, согласно поверьям, способствовало тому, что ребенок вырастал защитником и воином. После того, как укладывали ребенка, колыбель накрывали 7 или 9 предметами, среди которых в обязательном порядке присутствовали вещи отца. При первом появлении невесты в доме мужа ее сажали на белый войлок. Этот обряд проводился для того, чтобы жизнь молодоженов была светлой и благополучной, и чтобы детородные функции невестки были здоровыми. Как мы видим, белый цвет играл в жизни казахов очень важную роль. Выразительны двухцветные, трехцветные текеметы большого размера, формат плоскости которых зрительно уменьшается крупным узором. Такие ковры выделяются монументальностью выразительного декора. Полихромные текеметы демонстрируют необычайно тонкие переходы цветов. Это качество обусловлено как художественным видением рукодельниц, так и характером материала и техники. Узорная шерсть раскладывалась вручную, на глаз, поэтому она отличается легкой неточностью контура, что придает ей живость. Более того, она получалась неодинаковой толщины, что обуславливает разную степень цветонасыщенности. Важную декоративную роль в войлочных изделиях играет орнамент.
который чаще всего трактуется крупномасштабным. Орнамент, организовывая пространство полотна, заметно оживляет его масштаб. Обычно декоративная композиция войлочных изделий делится на центральное поле и обрамляющую кайму, в которых перекликаются цветовые и орнаментальные мотивы. В целом, для войлочных ковров характерна симметрия узора. В праздничные дни при приеме гостей поверх текеметов постилались войлочные ковры меньшего размера – сырмак. Они делятся по характеру технического исполнения на мозаичные, аппликационные, стеганые и на выполненные в смешанной технике виды. Зеркальное отражение орнамента создавалось путем складывания друг на друга двух плотно скатанных войлоков разных цветов. Углем или мелом наносился узор, после чего острым ножом вырезали сразу оба слоя. Вырезанные узоры менялись местами и прошивались насквозь вдоль контура узора. Места стыка узоров закрывали и закрепляли способом простежки цветным шерстяным шнуром жиек, сплетенным в елочку. Мозаичные ковры отличаются четкостью рисунка и выразительностью цветовых сочетаний. Образной структуре этих изделий свойственны экспрессия и сила внутреннего напряжения. Орнаментальным богатством и яркой полихромией отличаются ковры бастерма-сырмак, декорированные способом аппликации тонким войлоком или тканью. Такие заготовленные орнаментальные мотивы вначале раскладывали на войлочное полотно для образования задуманной композиции, закрепляли нитями и затем пришивали окончательно. Края узора обшивали шерстяным шнуром для художественной завершенности. Орнамент ковра бет-пес образовывался за счет цветного шнура, накладываемого на войлочное полотно. Ислам распространился среди казахов благодаря разнообразным связям кочевой степи с мусульманским миром. Согласно обязанностям своей веры, мусульманин молился 5 раз в день. Для молитвы использовался молитвенный коврик жайнамаз, который также изготовлялся из войлока. Чаще всего жайнамаз украшался символическими мотивами в виде мирового древа или михраба мечети. Считалось, что, постилая жайнамаз на чистое место, мусульманин ограждал себя от внешнего мира. После молитвы жайнамаз сворачивался и хранился в укромном месте. В казахском быту была популярна войлочная одежда. В частности, из белого войлока изготовляли мужской головной убор колпак с возвышающейся тульей и широкими полями, разрезными по бокам. Колпак знатных людей расшивался шелком и канителью. Для нарядности, утепления, а также от сглаза изготовляли из белого войлока попоны, а также войлочный потник-терлик, помещаемый под седло, который был предназначен для смягчения трения седла. Обычно войлочные изделия обшивались по краю ярким шнуром и бахромой, что придавало изделию художественную законченность. Новые изделия ручной работы использовались в качестве дарообменов, откупа или наград при разных жизненных ситуациях, будь то рождение первенца, новоселье или свадьба.
Прочные и нарядные ковры были обязательны для каждого дома. Они вносили в интерьер впечатляющую красочность. Кроме этого, при приеме гостей для каждой персоны могли постелить декоративно оформленные индивидуальные коврики «донгелек тусиниш» «маяузер». В результате такого дизайна пол начинал восприниматься как цветочное поле. Из-за экономии жилищного пространства, где была минимизирована мебель, народом были изобретены различные нарядные аксессуары быта небольшого размера. Бытовала система подвесных войлочных сумок, что подвешивались на выступающие зазубрины раздвижной решетки киреге. Помимо этого, женщины изготовляли для мебели разнообразные чехлы во избежание их поломки и появления на них царапин. При стационарных условиях сумки киреге-кап и ок-кап с подвесными кистями использовались для хранения различных вещей. Были также войлочные подвесные сумки айнек-кап, где хранились носовые платки, расчески, зеркало и мыло. Производились также декоративные сумки кухонного назначения, предназначенные для сохранности посуды. Впечатляюще выглядят войлочные чайные скатерти щейкиис, декорированные частой простежкой разноцветными нитями. Такие изделия выразительно демонстрируют художественные возможности пульсирующего орнамента. Люди также знали о целебных свойствах шерсти. При ревматизме коленных суставов рекомендовалось ходить на коленях по войлочному ковру. Войлок также привязывали к больным простуженным органам, что не только согревало, но и эффективно лечило. Считалось, что ребенок, соприкасаясь с войлоком, получал дополнительную энергию. Этот благодатный материал, обладающий мягкой и приятной фактурой, был незаменим для изготовления разнообразных изделий, которые в руках народных мастериц превращались в подлинные произведения искусства.